Карьер Зорницы Удачненского горно-обогатительного комбината набирает обороты. Объем добычи алмазной руды здесь увеличился в связи с завершением открытых горных работ в карьере Удачном. О перспективах легендарной кимберлитовой трубки смотрите в следующем сюжете. Месторождение трубки Зорницы открыла Лариса Попугаева еще в 1954 году, на год раньше, чем Владимир Щукин открыл Удачную. Это была первая алмазоносная трубка в Советском Союзе. 80 метров в глубину и 800 в диаметре. Карьер Зорницы имеет форму круга и значительно меньше знаменитого карьера Удачный. Но теперь объемы работы здесь увеличились в разы. На карьере Удачном открытые горные работы заканчиваются. Замещать руду для фабрики необходимо, поэтому будем добывать порядка 3 миллионов тонн руды в год. На следующие и последующие годы. Сейчас в год здесь добывают около 1 миллиона тонн алмазосодержащей руды. Отвозят ее на обогатительную фабрику номер 12 Удачненского ГОКа. В смену самосвалы делают от 4 до 6 рейсов. Работа в карьере осложняется паводковыми водами. Поэтому сейчас одна из задач – откачать воду и осушить горизонты для дальнейшей разработки. Проектная глубина карьера – 200 метров. Буровые работы на карьере производятся буровыми станками Сандвик и СБШ-250. Затем производятся взрывные работы. Выемку вскрышных пород мы производим электрическими экскаваторами КГ-10. 2 у нас электрических экскаватора. Запасы на Зорнице большие – более 128 миллионов тонн руды. Как утверждают специалисты, добывать алмазы на месторождении Удачненский ГОК будет еще несколько десятилетий.